Следующая тема называется «Авазлар һәм хәрефләр». Звуки и буквы. 23-ші күнегү. 23 упражнение. Табышмакны укы. Дәфтәреңә рәсемдәге кебек шакмаклар сызып, җавабын шунда яз. Прочитай загадку. В своей тетрадке начерти клетки такие же, как на рисунке, и напиши туда ответ. А загадка такая. Бер тауык, тауык. Ике тауык нәрсә? Одна курица, курица. Две курицы – это что? Нужно написать слово «курица» во множественном числе. В татарском языке есть всего 4 окончания, которые добавляются во множественном числе. Нужно выбрать или лар, или лер, или нор, или нер. Нор и нер добавляются после 3 букв М, Н и Н, татарское Н. В остальных случаях добавляется лор или лер. Давайте посмотрим на наше слово таук. На что заканчивается? На букву К. Получается, нет ни М, ни Н, ни Н. Поэтому убираем эти два варианта, они не используются. Используется либо лор, либо лер. Для того, чтобы выбрать лор или лер, нужно смотреть на гласные в этом слове. Получается таук. Смотрим. А это какая гласная? Твердая или мягкая? Для чего нам нужно это знать? Для того, чтобы правильно выбрать окончание. В татарском языке, если вы посмотрите, все окончания имеют разделение на твердые и мягкие варианты. Я не буду на этом долго останавливаться сейчас в рамках данного видеоурока. Посмотрите видео на тему «Твердые и мягкие гласные в татарском языке». Оставлю ссылку в описании для того, чтобы вспомнить данное правило. Итак, вернемся к нашей загадке. Таук имеет 2 гласных А и И, они твердые, поэтому выбираем твердый вариант окончания. Лер нам не подходит. Получается таук, и после него добавляем лар. Таук, лар получается. Сюда пишем таук, лар. Башта сүздәге хәрефләрне кара, аннары шул хәрефләрне укы. Аерма бармы? Сначала посмотри на буквы в слове, потом прочитай эти буквы. Есть разница? Вот мы написали на полиэтиленовый пакет, не на книжку. Тауклар. Сначала нужно посмотреть, что за буквы. Буква Т, буква А, буква В, буква И, буква К, буква Л, буква А, буква Р. Затем прочитай эти буквы. Т, А, В, И, К, Л, А, Р. Есть разница? Прочитаем правила. Авазларны әйтәбез һәм ишетәбез, хәрефләрне язабыз, күрәбез һәм укыйбыз. Звуки мы говорим и слышим, а буквы мы пишем, видим и читаем. Получается, в чем разница? Мы отвечаем на этот вопрос сейчас. Мы посмотрели, что есть буква Т, буква А и так далее. А когда мы прочитали, когда мы читали, мы говорили, мы произносили данные буквы. Когда уже произносим, это называется уже звуки. Получается, в этом и разница. То, что звук и буква, они отличаются. Нельзя их путать. Как мы это воспринимаем? Получается, буквы мы воспринимаем через глаза, мы видим их. А звуки мы воспринимаем через уши, мы их слышим, когда нам кто-то что-то говорит. Вот в этом и разница. Убираем наш полиэтиленовый пакет и идем дальше. 24-ші күнегү. Карандаш сүзендәге хәрефләрдән яңа сүзләр төзеп дәфтәреңә яз. Составь новые слова из букв в слове карандаш. Напиши в тетрадь. Вот наши буквы в слове карандаш. Так, у нас первый пример это ош, суп, и кора, черный. Давайте сейчас составлять новые слова. Я их буду брать вниз. Третье слово это кор, это снег. Четвертое слово это кон, кровь.
Следующее слово кош, бровь, ора, расстояние. Следующее слово кораж, взгляд. Следующее слово одаш, тезка, когда двое людей с одинаковым именем. Мы бы взяли слово оша еще, но оша это глагол получается. У нас уже есть слово ош, это суп, это существительное, а оша это уже глагол. Ну, наверняка это не подойдет. Следующее слово шар. Шар. Если вы нашли слово, которое мы здесь не нашли, можете написать в комментариях. А мы идем дальше. Читаем правила. Сүзләр авазлардан ясала. Авазлар язуда хәреф белән белдерелә. Слова образуются из звуков. Звуки в письме обозначаются буквами. Это правило указывает на то, что мы разговариваем с помощью звуков. И буквы нам помогают их выразить в письме. Получается так. Егерме бишенче күнегу. Бу хәрефләрне ука. Прочитай эти буквы. О, Э, Б, П. Һәрбер хәрефне аерым юлга язып чык. Напиши каждую букву на отдельной строчке. Получается, букву А пишем в одну строку, как в прописях. Перечисляем до конца строки. Дальше со следующей строки пишем и также пишем много-много раз, пока строчка не закончится. И так до конца. Букву Б пишем и букву П. И читаем следующий вопрос. Алар нинди ауаз белдерелер. Какой звук они выражают? В татарском языке букву А можно прочитать вот так. О, как в слове ой, это первый звук. Второй звук. А, карандаш, например. Вот мы с вами определили, что буква А выражает два звука. На эту тему у меня тоже есть видео, ссылку внизу оставлю. Дальше буква выражает только один звук. Все буквы также читаются. Рот открывается широко, нижняя челюсть опускается вниз и произносится Буква Б в татарском языке тоже выражает лишь один звук Б. Буква П также выражает лишь один звук П. Он везде читается одинаково. У нас получается только буква А читается двояко. У него есть вариант А и О. Идем дальше. Егерме алтынчы күнегу. Тиешле хәрефне куеп, табышмакны күчереп яз. Ставь необходимую букву и запиши загадку. Давайте посмотрим. А дальше троеточие. Здесь у нас раз сидит бабушка, это эби. Здесь не хватает буквы Б. Биде береу, буква Б. Бабайда и кеу. Ул нерсе. Получается, для того, чтобы было понятно, используем наш файл. Получается, эбиде береу, бабайда и кеу, ул нерсе. Переводим. У бабушки одна, у дедушки две. Что это? Мы все догадались, что в слове бабушка есть только одна буква Б, а в слове дедушка есть две буквы Б. Получается, ответ нашей загадки буква Б. Шул хәрефтән башланган үч сүз уйлап әйт. Придумай и скажи три слова, которые начинаются с этой буквы. Давайте придумаем три слова с буквы Б. На букву Б начинается слово бер, 1. Дальше слово биш, 5. И слово баш, голова. Егерме җиденче күнегү. Рәсемдәге предмет исемнәрен дәфтәреңә язып куй. Запиши в свою тетрадь название предметов, изображенных на рисунке.
Смотрим, что изображено у нас на рисунке. Это лук, по-татарски будет суган, помидор, также будет помидор, огурец кияр, горох будет борщак, свекла будет щегендер, морковь будет кишер, шолкан, кебесте. Беренши авазларын эйт. Назови первые звуки. Давайте назовем. В первом слове с, суган. Во втором п, помидор. В третьем к, кияр. б, борщак. щ, щегендер. к, кишер. ш, шолкан. к, кебесте. Авазлар хәрефләрдән ничек аерыла? Как или чем отличаются звуки от букв? Звуки мы говорили и слышали, а буквы мы записывали и видели. Когда мы записывали слова кияр, кишер и кебесте, мы заметили, что все они начинаются на одну и ту же букву. Букву К. Но когда мы произносили данные слова, мы заметили, что буква К произносится по-разному. В слове кияр это произносится как К, твердо, кияр. А в слове кишер и кебесте буква К произносится мягко, К. Получается, у нас буква одна и та же, но звуки получились совсем разные. Подробнее о том, как читается буква К, есть отдельное видео. Ссылка будет в описании. 28-ші күнегу. Парлап берілген сөздерні көшіріп яз. Запиши слова, которые даны попарно. Давайте смотрим, какие слова. Жир, жир. Жир – земля, жир – песня. Сары, сыры. Сары – желтый, сыры – серый. Щелек, жилек. Ведро и ягода. Бал, сол. Бал – это мед, сол – это положи. Тор, бар. Тор – это узкий, бар – это есть. Например, у меня есть или иди. Тош, бош. Тош – это камень, бош – это голова. Бу сүзләр кайсы хәрефләре белән аерылалар? Какими буквами отличаются данные слова? Шул хәрефләрнең астына сез подчеркни данные буквы. Сейчас подчеркнем. Так, жир и жир отличается буква и разные. Сара, сара, только буква А и О отличаются. В третьем Ч и Ж, Щ һәм Ж. Бал һәм сол, Б һәм С. Т һәм Б, Т һәм Б. Кайсы авазлар бер төрле? Какие звуки одинаковые? Одинаковые в первом слове Ж и Ж. Жир, жир. С и С. Р и Р одинаковые. Назови их. Шуларны әйтеп чык, значит назвать надо. Получается, все оставшиеся буквы, которые не подчеркнуты, они одинаковые. Причем одинаковые не только буквы, но еще и звуки.